Всем доброго и мирного времени суток. Как и в августе 2020 года, я почти не выпускаю из рук телефон, постоянно читаю новости и охреневаю. Искренне надеюсь, что эта война закончится как можно скорее. Неизвестно, что будет завтра, но пока я решил продолжать показывать вам Японию. В сегодняшнем видео я постарался минимизировать наше появление в кадре, в основном будет закадровый голос. Если вам сейчас не до этого, я вас понимаю. Если вам все еще интересна Япония, приятного просмотра. Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу исторические деревни. Сегодня мы с вами посетим два места и начнем с Гокаямы. Гокаяма — это горная долина, здесь несколько поселений, самое большое из которых Айнокура, мы сейчас здесь. Тут 23 дома в традиционном стиле гашо-дзукури. Гашо дословно означает «руки, сложенные в молитве». Таких деревень в Японии примерно десяток. И Айнокура – одна из самых уединенных и хорошо сохранивших местный колорит. Находится она в префектуре Тояма, не так далеко от, наверное, самой известной деревни такого типа Широкава-го. Мы, кстати, в этот день и туда добрались, но заснять уже ничего не успели, поэтому еще раз приедем обязательно. При строительстве таких домов гвозди не использовались. При этом дома легко выдерживают и сильную влажность летом, и огромные сугробы зимой. Сюда. На общественном транспорте сюда добраться непросто. Довольно долго и нужно подстраиваться под расписание автобусов. И если вы вдруг опоздали на последний, то можно остановиться в одном из домов. Правда, ценник тут высокий, примерно $100 на человека. Зато отличная возможность окунуться в атмосферу старой горной деревни. Этим домам с огромными соломенными крышами примерно 200-300 лет. Мы окружены горами, и до цивилизации так далековато, поэтому местные фермеры, в принципе, занимаются тем же, что и их предки, которые строили эти дома. Но факт внесения этой деревни в список всемирного наследия ЮНЕСКО дает возможность заработать на туристах. В принципе, до коронавирусное время сюда приезжало по 1,5 миллиона человек в год. Поэтому кто-то из местных из своих домов делает музеи, кто-то рестораны, кто-то сувенирные лавки и так далее. Но вообще, по крайней мере сейчас, мы приехали под вечер, практически никого нет. Мы прям буквально на цыпочках ходим, чтобы не беспокоить местных. Вообще, меня больше, знаете, впечатляет даже не сами дома, а вот эта вот тишина и спокойствие. Прям умиротворение, особенно вот на фоне городской суеты.
Из лета и префектуры Тояма мы переносимся в зиму и префектуру Киото. Каябуки-но-сато переводится как «деревня тростниковых крыш». На вид такая же горная деревня с традиционными домами, которых, кстати, тут больше, чем в Айнакуре, а именно 33, если я ничего не путаю. Ну, правда, крыши тут немного отличаются. Наверное, это не совсем Гасёдзукури, поэтому это место и не внесено в список ЮНЕСКО. Добирался я сюда почти 3 часа без машины и без семьи. Делал кучу пересадок, электрички, автобусы. В общем, вспомнил, каково быть приезжим туристом. Помимо антуража, мне нравится это место тем, что тут гарантированная зима. Снег, сугробы, сосульки, все как мы любим. Хотя, подъезжая сюда, я засомневался. Намеков на снег вообще не было. Но, как видите, сомневался я зря. Хотя на крышах снега уже немного, но это лучше, чем ничего. В деревне несколько гостевых домов, кафе, ресторанов и музеев. Но из-за введенных ограничений в стране почти все было закрыто. Я очень хотел посетить этот музей фольклора и быта, чтобы показать вам, как дома выглядели внутри, но, к сожалению, не в этот раз. В русскоязычных статьях часто пишут, что эти дома 16 века. Это не совсем верно. Постройки такого типа действительно датируются примерно этим временем, но конкретно этим домам, сохранившимся до наших дней, 200, от силы 300 лет, что тоже солидно. Основу крыши составляют тонкие деревца, которые привязывают к балкам веревками из рисовой соломы. Сверху застилают циновками из рисовой соломы, а уже поверх всего этого укладывают пучки сухого тростника. Вот они, кстати, сушатся. Но, насколько я понял, именно эти являются декорацией для туристов. А вот рядом, через реку, находится целое поле таких тростников. И вот они на самом деле готовятся к использованию. Обратите внимание на эти домики. А это не домики, не собачьи будки и даже не колодцы. Хотя они в Японии примерно так и выглядят. Тут спрятана специальная поливалка. Соломенные крыши легко воспламеняются, поэтому в деревнях такого типа устанавливают спринклерную систему. Раз в 2 года систему проверяют, получается такой огромный фонтан, съезжаются туристы, очень круто.
Это был будний день, поэтому туристов практически не было. Вы, наверное, сами заметили, что деревня пустая. Зато было много разных медиа. Приехали какие-то телевизионщики. Также было много фотосессий красивых девушек на фоне красивых древних домов. Ну а пока мы ждем автобус, зацените остановку. Да, для нас это нормально, но для Японии это настоящие хоромы. Обычно просто столбик ставят с расписанием, и на этом все. А тут часы есть, подушки для поп, зонтики даже поставили. А вот с мусорными урнами беда, как и во всей Японии. Ну что, это мой автобус, так что давайте прощаться. Если вам понравилось, жмите большой палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Ну а пока.